Мечтал стать хирургом, учился на нефтяника, а теперь профессиональный футболист российской премьер-лиги. Бывший игрок мини-футбольной новой генерации анголец Эгаш Касентур в основном составе Уфы. На днях он вновь посетил Сыктывкар и в эксклюзивном интервью Юргану рассказал об истории своего успеха. Алексей Корчма продолжит. Из мини-футбола в большой футбол и сразу в основу клуба премьер-лиги. Такие случаи в России уникальные. В Сыктывкар Эгаш Касентур приехал из Краснодара, где выступал за любительские команды. В дебютном сезоне в составе новой генерации сыграл 21 матч, забил 9 мячей. Настоящий ангольский самородок. В этом межсезонье Эгаш Касентур по рекомендации тренера новой генерации Вадима Яшина попал на просмотр в Уфу, клуб российской премьер-лиги. С ангольским легионером подписали трехлетний контракт, и 25 июля Эгаш дебютировал на большом поле в матче против московского ЦСКА. Со временем адаптировался, и сегодня он один из тех, кто разгоняет атаки Уфы. Ох, какой момент! Эгаш Касентур сейчас сам себе создает. Удар, правда, получился не сильным. Тот гостевой матч с Нижним Новгородом стал для Уфы победным. Эгаш Касентур записал на свой счет голевую передачу. Стал узнаваем и интересен журналистам федеральных спортивных изданий. Выдержка из откровенного интервью порталу «Спорт-24». Эгаш рассказывает, что в школе его били палкой, и делится впечатлениями о Сыктывкаре. Разница с Краснодаром большая. Мой друг из Новороссийска, вратарь Альберто Гаджанов, тоже приехал в Сыктывкар и первые 2 дня говорил: я будто попал в советское время. Есть чувство, что другая страна. Для тебя в России было что-то хуже, чем в Африке? Сыктывкар хуже, чем город, где я родился. Московские журналисты в том интервью все напутали. Смысл фразы был другой, сокрушается Эгаш, будучи проездом в Сыктывкаре. Я полюбил этот город, и меня здесь очень хорошо приняли, поэтому я думаю, все эти хорошие моменты, которые я здесь жил, у меня всегда в памяти будут. История успеха ангольского легионера словно какая-то сказка, говорит президент Федерации футбола Коми Юрий Балабонов. Живой пример для мальчишек. Нет ничего невозможного. При должном усердии путь в профессиональный футбол открыт. Это событие такого всероссийского масштаба, потому что игрок из команды Суперлиги мини-футбола, а мини-футбол и футбол – это на самом деле 2 разных вида спорта, переходит в самый высший дивизион футбольный, российскую премьер-лигу. В России примеров таких единицы были. Это как некая сказка, да, как некая такая история, которая показывает, что при определенных условиях, при желании, при трудолюбии, да, при четко поставленной цели можно, в общем-то, добиваться этих результатов. Новая генерация без Эгаша, конечно, потеряла свою изюминку, но состав команды в этом межсезонье пополнили несколько новичков. И они уже показали, на что способны. Сам Эгаш уверен, будущее за теми клубами, кто делает ставку на своих воспитанниках, развивает академии и детские секции. Каждые выходные проводятся там турниры, и дети играют, занимаются, есть и школы, академии, и это очень хорошо для футбола, потому что если дети не будут заниматься, то очень тяжело будет потом, чтобы там на высоком уровне играли. Поэтому я считаю, что на правильном пути, и сама команда новой генерации это показывает, потому что где-то, может, в прошлом году не было так, но в этом году точно будет так. Сейчас сыктывкарская новая генерация на тренировочном сборе в Беларуси, где проведет ряд контрольных матчей с местными командами. Сезон в Суперлиге России стартует 8 октября. И сразу дерби. Сыктывкарцы на выезде дважды сыграют с Ухтой. Алексей Корчма, Северин Арпа, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.